Добрый вечер, дорогие зрители наши, добрый вечер, слушатели наши. Сегодня у нас в гостях доктор Экрем Энен. Он сейчас находится в Швеции, в Стокгольме. Мы сегодня будем говорить о событиях 20-х годов прошлого века. Это время было насыщено очень многими событиями, которые сегодня тоже отражаются на той реальности, которая происходит в этом регионе. Мы вспомним о договоре Сайкс-Пико, о Сельском договоре, договоре в Лозанне, Московском и Карском договорах, о Севастском и Эрзрумском конгрессе. Дело в том, что наш сегодняшний гость, доктор Экрем Энен, я его, в принципе, знаю как Азат, и поэтому буду обращаться так, как Азаду. Азат, мы в нашем анонсе небольшое резюме о нем, но я тут только добавлю, что он очень много работал в архивах внешней политики царской России и обладает очень большими знаниями по российско-османским отношениям в царское время. Вот мы, наверное, с этого и начнем. Азат, первый вопрос такой. Об этих событиях 20-х годов, когда рушилась Османская империя и когда начала проявляться та картина, та карта Ближнего Востока, которую на сегодняшний день мы имеем. Поскольку вы, как я сказал, работали в этом направлении, у вас немало статей, выступлений на этот счет, и поэтому вам слово, пожалуйста. Да. Хочу поблагодарить за Риат Азе, что дали нам такую возможность, и еще хочу поблагодарить наших слушателей и зрителей, что они нашли такое время, чтобы с нами быть, и надеюсь, мы проводим полезные и хорошие времена. Я хочу сказать, безусловно, у нас будет время, наверное, не очень, но я хочу постараться, что коротко и ясно, четко, более насыщенную информацию, можно сказать, отдать. Если смотреть в 20 веке, скажем, ситуация курдов и в этом в геополитическом аспекте, так если смотреть, как всем известно, Османская империя последние, даже можно сказать, последние 100 лет в западном и в российском политическом лексиконе их звали это «больной человек», как Османскую империю. И на самом деле так есть, так был. Но, к сожалению, это 100 лет больной человек, он использовал противоречие между Западом и царской Россией, западных стран, и могли прожить этот своих больной жизнь, можно так сказать. Как мы знаем, где-то в середине 1915-х годах уже мы знаем, Англия и Франция начинают создавать такой проект, как разрушить Османскую империю и делить между собой, так скажем. Безусловно, Англия и Франция не хотели это делить с Россией, царской Россией. Но поскольку они без царской России это не могли делать, потому что с юга Российская империя или царская Россия уже была на территории Османской империи, даже особенно на территории Северного Курдистана. Даже у них тогда уже войска были в Битлисе, войска были в Эрзруме, в Карсе, в этих районах, в Агре. Поэтому французы и англичане, они хотели без России, но, к сожалению, они не могли без России это делать, и поэтому было безвыходное положение, они пригласили Россию тоже. И в это время они начали уже дискуссировать, уже в 15-х годах, как делить между собой Османскую империю уже.
И как раз именно когда они начали этот разговор был, так назывался этот восточный вопрос. В русском лексиконе так называется. Восточный вопрос что было? Восточный вопрос именно так было. Как Османскую империю разделить между собой. Между Россией, Англией и Францией. И мы хорошо знаем у них это встречи, так сказать, секретные. Они длится до 16 годов. В 16 году уже они пришли в окончательные варианты, как делить между собой Османскую империю. Мы можем коротко так сказать. Для Англии Ирак, Иордан и Палестина. Для Франции, Сирия, Ливан и город Мусул. Тогда Мусул, это можно так сказать, Киркук вошла в провинцию Мусул. Поэтому тогда не назывался Киркук, назывались Мусул. Сначала они Мусул тоже дали Франции. И для России часть Северного Курдистана, почти, можно сказать, 78% Северный Курдистан, Дарданелли и контроль над Босфор, Турция. И Измир отдал грекам. Вот такой картина была и такой раздел был, теоретически так скажем. И они начали уже действовать, так скажем, уже действие. Именно в это время, в конце 16-го, начале 17 года, как мы знаем, в России большевики сделали революцию, пришли к власти. Как пришли к власти? Через месяц в газете «Известия» большевики раскрыли этот секретный договор между Россией, Англией и Францией, и они объявили, что... Это так называемый договор Сайкс-Пико-Сазонова. Сайкс-Пико, Вот вы фотографии показали. Французский Сайкс, английский Пико и российский Сазанов, тогдашний министр иностранных дел Царской России. И когда была революция в России, как я говорю, через месяц они, большевики, раскрыли этот секретный договор, и они сказали, это империалистический договор, мы выходим из этого договора. Тогда остались Англия и Франция. Англия и Франция продолжали действовать, и мы можем так сказать, Англия и Франция получили свою. К сожалению, Россия, это мое личное мнение, Россия в этом сделали очень большие ошибки, они потеряли очень много. Англия и Франция, то, что в проекте договор между тремя государствами был, они получили. Англия получили Палестину, получили Иордан и получили Ирак. Франция получили Ливан и Сирию, и мы знаем, до Второй мировой войны они были там, под протократом их. И Россия потеряла все. То, что им принадлежали, им должны были отдать, они потеряли все. То есть, Азат, я так помню, что российские войска стояли уже на большей части, вот, как вы сказали, северного Курдистана. Даже у нас известный есть такой, они были в Битлисе, они были в Карсе, они были в Ардахане, они были в Баязите, они везде были. Они уже как были почти, может быть, 40% турецкого Курдистана уже были российская армия. И до сих пор, и они долгие были, они до этого были, я имею в виду, они долгие были. Поэтому в этом районе, где именно они были, до сих пор многие слова русские используют в народе, обычные. Картофель, стакан и такие вещи. Но это русские слова, потому что русские там были долгие. И именно в этих районах. Поэтому явно, что этот... Но, к сожалению, они... почему до сих пор многие исследователи, многие ученые над этим вопросом до сих пор работают. И есть, конечно, какие-то мнения у разных ученых. Почему Россия тогда пошла на такую уступку, так скажем, или можно сказать. Но когда уже это случилось, как я говорю,
геополитически, вот это антанты уже, которые вместе были, Россия, Англия и Франция, как антанты Первой мировой войны, они уже раскололись, поскольку большевики пришли к власти, уже, поскольку не вражды были в прямом смысле, но уже начали сомневать друг друга. И большевики уже не как они на них как оппоненты уже, не как, скажем, партнеры. И также Англия и Франция смотрели на Россию не как партнеры, а как оппоненты уже. Но почему они так смотрели? Почему? Потому что две вещи. Большевики, для них две вещи важны было. Один – легитимность, признание легитимности, потому что тогда была еще царская Россия, белая армия еще была. И большевики еще не полностью взяли власть, скажем. Да, они пришли к власти, но они еще неизвестно было. И они неизвестно было, сколько они легитимность получают со стороны Запада, со стороны Востока. Это была одна причина для большевиков. Второй, у большевиков было опасение со стороны Кавказа. Они очень боялись, что Англия и Франция могут со стороны Кавказа через Курдистан и Армению, они могут прийти на Кавказ. В это время как раз до этого в Турции, в Османской империи была эта Иттихад Тараки, молодой турки, которые уже против султана они выступали. Они начали работать даже. Они сначала даже здесь хочу одну вещь просто запомнить, очень интересно, кстати. Именно они еще до 15-го, они в 1908 году, этот молодые турки, они в Салонике, этот город сейчас находится в Греции, греческий город, тогда была Османская империя. Именно в этом Салонике они сделали съезд, как раз вот этот война или геноцид против армян, именно в этом съезде в Салонике они принимали. Еще в 1908 году, не в 1916, когда сделали. Именно в этом съезде они этот проект предлагали, они над этим думали, как оттуда убрать армян. Почему я это просто вспомнил, хотел просто сказать. В это время молодые турки, или так, как турки называются, Иттихад Тараки, они уже занимались против султана, они хотели захватить власть, и они как раз фактически, когда уже был Сайкс-Пико, фактически они уже в многих местах они уже захватили уже. Османская империя уже, султан в Истамбуле уже формально фактически. Уже молодые турки уже были захватили власть. В это время, параллельно, когда в 1916 году, параллельно Иттихад Тараки в турецком Курдистане, в Истамбуле, была эта организация прогресса Курдистана, которая возглавил сына легендарного курдского вождя Шейх Убайдуллаха Нахри. Его сын возглавлял этого. Его сын тогда был высший начальник судья Османской империи в Истамбуле, Сейд Абдул-Хадир. И он возглавил этот комитет, эту организация прогресса Курдистана. В этом организации вошла Зиябеге Битлиси, вошла Абдулла Джевдет, вошла и Джемил Паша, это сын Экрем Джемил Паша, Хадриджа, и все это курдская интеллигенция или курдские аристократы, так скажем, они все вошли в эту организацию. Эта организация у них в это время и Англия, и Франция, и Россия. То есть, Азат, вот эти люди, они фактически тогда, в тот период, представляли курдов. Это курдская организация. Это называется Организация прогресса Курдистана. Это Курта-Али Джемьяти называется. Да, я, может быть, забегу вперед, но вот этот период истории, вот курдской истории, многие, вот стереотип такой создался, что эти люди, которые участвовали вот в Севре, в Лозанне, вот в других местах, они как бы
чуть ли не предателями их считают. Вот. И вот какая проблема это. Но мне кажется, дорогой Юрий Анатольевич, мне кажется, это была манипуляция кемалистов, особенно кемалистов после республиканской Турции. Именно они манипулировали курдов, чтобы они не знали свою историю, чтобы они выступали против своей истории. И к сожалению, мы сейчас, когда говорим сейчас, последние 10-15 лет, уже курдские, скажем, ученые, курдские исследователи, они начинают постепенно, чтобы правду показать народу, правду. А на самом деле, эти все люди, и хочу одно сказать, это все люди, которые я говорю, они были очень интеллигентные люди, да, они были из семьи аристократов, но одновременно они были интеллигентные. Кто-то в Лозанне учился, кто-то был в высшем органе судья в Константинополе, кто-то был... Они были все, кто-то были офицеры в Османской армии, они все были интеллигентные люди, не просто, скажем, из семьи аристократов или из феодалов, просто они какой-то стереотип, который создался. Я говорю, феодалы, значит, они остали, они ничего не... Они были очень интеллигентные люди, они тогда, еще 100-120 лет назад, кто-то в Лозанне учился, кто-то, не знаю, в Париже, кто-то Шериф Паша в Париже был, Джемиль Паша, дети их не все учился в Лозанне, в Швейцарии. Тогда они были не просто были из аристократической семьи и пришли и сидели. Они были интеллигентные люди, они взяли на это дела. Да, Азат, мы к этому еще, наверное, к их личности, к их вот действиям придем, но вот давай продолжим, я тебя, к сожалению, перебил, продолжим вот эту канву. С одной стороны, процесс шел, переговоры с османским султаном, а с другой, вот это Севский договор и так далее, а с другой стороны... Я хочу прийти на это, прийти. И в это время, когда был эта организация прогресса Курдистана, безусловно, и Россия, и Англия, и Франция, которые они там были, и курды с ними вели переговоры, и они с курдами вели переговоры, и Англия, и Россия, и Франция. Особенно Россия и Англия были очень активны с курдами. Вот именно с этой организацией, с Юсуф Зиябек, с Сейд Абдул-Хадир, с Бедрханами. И в это время курды явно было. Курды тоже смотрят, как, скажем, как албанцы, как арабы, как и другие. Они тоже хотят создавать независимый Курдистан. И именно они это переговоры вели с Россией, потому что исторические документы нам показывают. Вот, например, Халид Дагеджибри, один из организаторов, из руководителей этой организации правительства Курдистана, у него есть письмо к Советской России, он явно четко говорит, мы хотим создавать Курдистан под протекторатом России. Если вы нам помогаете, просто четко и ясно. Есть письмо, есть документ, который это архив внешней политики Советской России. Я сам этот документ я притащил. По-моему, он у нас есть. Это, если можно, редактору Маруфу Асланову показать это письмо. Да, это интересно, конечно, это исторический документ. Вот это исторический документ. Это из внешней политики, из архива внешней политики России. И это письмо с Халид Дагеджибри, который один из руководителей этой организации, это он пишет в России. И это, кстати, переводили на русском языке. Это сами русские, не немцы переводили, я имею в виду МИД России тогда переводили. Почему об этом говорю? И здесь очень интересно приходится. Мое мнение к это время, ни Россия, ни Англия и ни Франция, у них не было какой-то проект для курдского вопроса. У них был свой другие цели были, но поскольку курды были там один из важнейших факторов, большая территория, занимались курды были активнее, естественно, они хотели с курдами иметь отношения, они с курдами хотели иметь хорошие отношения, но архивные документы нам показывают, они дали надежду курдам, якобы они, может быть, сделать что-то.
Но действительно, они только занимались курдов. Они делали так, чтобы курды заняты были. Но чтобы они пока добьются на свои цели, чтобы курды были с ним в хорошем отношении. И поэтому они когда даже, может быть, вот у меня нету таких документов, я не нашел таких документов, чтобы дали курдам слова, чтобы Англия, Франция или Россия, чтобы мы вам создадим государство. Но из архивных документов я вижу, что то, что они делали, они дали курдам надежду, да, курды верили в этом, что они будут при их помощи создавать свое государство. И курды в этом были заняты. Поскольку они были заняты, они потеряли много времени, курды. Смотрите, после Сайкис-Пиков у них не получилось. Потом после Сайкис-Пиков мы видим уже начинается уже Парижская конференция. В Парижской конференции там участвуют американцы, французы и другие. И в том числе из курдов Шериф Паша, который был послом в Османской империи, был в Швеции сначала, а потом после курды уже, я говорю, курды уже поняли, они будут уже создавать бороться за свои права, и Шериф Паша тоже уже был в стороне курдов. Это курдская организация прогресса. Шериф Паша участвовал в этом конференции, и армяне тоже участвовали. Сейд Абдул-Кадр, Халид Бек, это руководитель этой организации, курдской организации, которые они же были в Курдистане, в Истамбуле, в Курдистане. В этом конференции, это очень важно. Почему? Именно это был точка уже, где курды изменили свою политику, коренную. Почему? В этом конференции Шериф Паш, это называется, если по-русски называется Вильсонская Армения. Вильсонская Армения – это проект Вильсона, как создавать Армению, и Курдистан тоже есть. Курдистан и Армения. Практически в Вильсонской Армении, в этом проекте почти 80% сегодняшний Северный Курдистан показали как Армения. Практически из Диарбакыра и вниз, из Диарбакыра и стороны границы Ирака и Сирии показали Курдистан. Шериф Паша и армянский патриарх, который участвовал в этой конференции, они там делали совместные заявления. Якобы они не вместе против Османской империи, против Турции, за свои права, но общее заявление, что общая борьба. Это заявление не понравилось Сейд Абдул-Кадру, Халид Беге Джибри и Абдулла Джавгет, руководители Курдистанской правительственной организации в Курдистане. Им не нравится это. Почему им не нравится? Потому что до Парижской конференции у них была надежда на Россию, на Англию и Францию, что при их помощи они создают Курдистан. Когда они видели этот проект Вильсонская Армения, проект Вильсона, они в шоке были. Уже они считали, что почти весь турецкий Курдистан, почти 80%, они сделали Армению. Поэтому они что делали? Они тогда уже поняли, у них надежда от Антанту уже исчерпала просто надежда. И они тогда уже начали в рамках уже Османская империя, Турция, с турками уже, чтобы получить какие-то автономию или какие-то права. Поэтому то, что ваш вопрос, который вы сейчас задавали мне до этого, что многие думают, это были ничего, они предатели были. Поэтому многие про этих людей говорят, якобы они не хотели независимый Курдистан, они хотели в рамках Османской империи, хотели что-то право. На самом деле это не было так. Вот это письмо сейчас вы сами показывали. Это письмо доказательство, что они хотели независимое государство создавать, курдское государство. Но они, когда уже надежда у них не осталась на Антанту, когда уже они поняли, что Антанту уже свои дела сделали, турки свои дела тоже сделали, они остались
без ничего. И они уже тогда постарались опять с турками уже, хоть в рамках этого, получить какие-то права. Поэтому многие их обвиняют, якобы они реформисты были, они не были за независимый курс. Это не так, вот то, что я объяснил. После этого я хочу сказать, в Парижской конференции, когда уже у кого-то надежда не была, как вы уже знаете, уже потом Северский договор начался. В Северском договоре, вы хорошо знаете, я думаю, наши слушатели и зрители, они лучше меня знают, но и они знают, что происходило. Что они как раз обязывали турков, чтобы типа автономия для Армении и для Курдистана. Для Армении проблема в том, что здесь тоже очень тонкий, надо знать. Для Армении они сказали, Армения должна быть государство и решили. Для Курдистана, многие этот фактор не часто говорят об этом. Для Курдистана есть один пункт. Говорят, 1 год, пусть Курдистан, мы посмотрим, как ведет себя Курдистан. Она могут стать государством или нет. Но они дают такое же право, как дали Армении. Но для Армении такой условия не поставили. Только для Курдистана такое условие ставили. Если курды могут через год, тогда они могут быть независимыми государствами. Но, вы же знаете, потом турки уже не согласились с Северским договором, и особенно Антанты тоже, Англия или Франция, тоже особенно не настаивали. Просто для уточнения, вот этот Северский договор был подписан с султаном, да, вот в Стамбуле, турецким султаном. И потом вот появился движение Ататюрка, и которые там не признали уже этот Северский договор. И вот интересно, курды с Ататюрком начали там пытаться добиться каких-то своих прав. Правильно, хороший вопрос. Это тоже интересно, кстати. Просто вот это конца Османской империи, и начало Турецкой республики. Так, вот этот переходный период, да, фактически, можно сказать, даже год фактически. Было 2 парламента, 2 правительства. Один парламент и правительство Османской империи было в Стамбуле, султан. И одновременно в Анкаре создавали это кемалисты, это Иттихад Тараки, это называется движение кадры движения, там Мустафа Кемаль и его друзья. Они уже было фактически 1 год, я не знаю, точно я не знаю, но фактически один время, такое долгое время, было 2 правительства и 2 меджлиса в Турции. Один в Стамбуле, один в Анкаре. Но который в Стамбуле, это было у султана, всегда был. Но фактически султан уже был, да, формальный, но фактически уже он ничего не решил. Уже это кемалисты и Иттихад Тараки, и англичане тоже поддерживали их в начале, англичане. Поэтому курды фактически вели переговоры с кемалистами. Во время Сайкисских в 16 годах курды вели переговоры с Османской империей, одно время с англичанами, и с Османской империей. До того был такой. И даже одно время тогда были Иттихад Тараки тоже, и с ними тоже вели переговоры курды. И с султаном, и с оппозицией Иттихад Тараки, это молодые турки. С ними тоже вели переговоры. Но когда был север, они уже с кемалистами, потому что кемалисты уже взяли власть фактически. И в это время, как я говорю, в севере уже то, что уже был, как я говорю, один пункт именно для армян это условия не создавали, сказали, что в этом договоре армянское государство, но для курдов создавали условия. Если через год курды могут показать себе, они могут, тогда уже будут принимать этот. Вот это так. Потом, поскольку турки это и исходя из геополитической ситуации, это на самом деле не только турки не могут, если Англия и Франция и другие настаивали на это, турки не могли против стоять. Но другим тоже уже их интересы уже много изменится, потому что на самом деле я всегда говорю, сейчас то, что происходит на Ближнем Востоке, очень похоже, как тогда. Тогда тоже очень быстро менялось все.
Англия, Франция, Италия, Россия. Вот быстро все менялся. И трудно сказать, курдам тоже было тяжело просто себе настраивать на что происходит быстро. Поэтому в Лозанне, извини, в севере фактически Антанты, ну, Франция и Англия особенно, они тоже не настаивали. Сейчас все говорят, якобы турки так и так не хотели. Как раз турков заставили, именно когда они согласились. А когда уже не хотели, уже Антанты тоже особо не настаивали, чтобы нет, вы должны делать. Поэтому не получилось. Поэтому потом что встречать? Потом и уже до этого, до Лозанна, вы хорошо знаете, как мы говорим про большевики. У большевиков... Вот это интересно, там параллельно вот север, а параллельно в России, значит, власти пришли большевики, они установили с Ататюрком отношения, потому что Ататюрк заявил, что, ну, они считали, что Ататюрк, вот это движение за независимость, это как бы антиимпериалистическое вот движение, и поэтому Ленин очень так поддержал Ататюрка. Я всегда вот говорю, что современная Турция, она в принципе, она очень многим обязана России. Вот современная Турция, да. Я вас уверяю, если не была царская, если не были большевики, вряд ли Мустафа Кемаль мог бы держать и мог бы сохранить то, что сегодня Турцию, сегодняшнюю Турцию, сохранить сегодняшнюю Турцию. Большевики, то только благодаря большевикам они сохранили Турцию, которую сегодня они умеют. Это тоже им не осталось бы. Во-первых, вот две факторы. Один, не была бы революция, вообще если не была бы революция, явно была бы, потому что половина, почти турецких курсантов, почти 80% отдали бы царской России, если не была бы. Так и так не осталось бы. И после этого, когда уже большевики тоже пришли, если они не помогли активно, экономически, золото, деньги и все. Оружие. Тоже не могли бы держаться. Но для большевиков что важно было, как я до этого говорил, для большевиков две вещи важно было. Да, они подходили к кемалистам в контексте антиимпериалистической борьбы. Это понятно. Но еще большевикам это нужна была легитимность и еще плюс, чтобы в крайнем случае турки были крайне нейтральны, чтобы через Турцию, Курдистан и Армению Англия и Франция не могли бы прийти на Кавказ. Для них это важно было, потому что тогда было... И в это время мы знаем еще после севера уже начинаются Карские и Московские договоры. Московские, потом Карские. Московские и Карские, они продолжение друг друга, мне кажется, такой. И в этих договорах явно большевики уступают, потому что они отдали Карс Турции обратно. Это же, когда уже большевики пришли, даже турки, они фактически признали, что Карс должна остаться в Армении. Так, они признали. Но понятно, может быть, не официально, но фактически они признали. А с Карским договором большевики уступали, отдали им. И для этого интересно, в 1945 году Жозеф Сталин в Потсдамской конференции, он хотел обратно. Он предлагал эту конференцию, что Карс обратно. Но, к сожалению, другие большие государства, это было уже поздно, никто не согласился. Конечно, кто дает это Советской России, тогда, когда у них было, ну, если не конфликт, но уже они не партнеры были, они были оппоненты друг друга. Кто дали деньги? Вот, и поэтому здесь, я бы сказал, российские турецкие отношения, именно турецкие, или Османская империя, потом с кемалистами, конечно, это до сих пор изучается учеными, исследователями, но Россия много потеряла, я бы сказал, именно много, это можно сказать. Да, к сожалению, да, вот эти страницы истории как-то много о них не говорится, но
то, что мы видим сегодня, что происходит, вот, в том числе и на Кавказе, да, и за Кавказе, это как раз отголоски вот тех событий, вот это Московский, Калский, Сев, Сайкс-Пико и так далее. Я вам, Юр, я вам одну вещь говорю, вот скажем, уже после этого мы же знаем уже Лозаннский договор, уже это, Лозаннский договор уже точку поставили. Уже все это, Курдистан уже фактически разделено, уже то, что уже туркам это оставили, это свою, то есть Турция оставили туркам. И вот можно сказать, уже с Лозанна, когда уже курды поняли, уже без... Между прочим, я как сейчас, когда я смотрю на нашу историю, курдскую историю, я иногда думаю, это мое мнение, может быть, наши зрители, слушатели со мной, может быть, не согласятся некоторые, но это мое мнение. Вот после Лозанна уже почти 19 курдских национальных движений было, да, там в Кочгири, в Шехсаи, в Дерсем, Арарат и курды, то каждые 5-6 лет, 2-3 года восстание, каждые 2-3 года восстание. Сейчас, когда я изучаю, у меня такое ощущение, когда уже создается система, мировая система, потому что фактически с Сайкс-Пико, даже не с Лозанном, не с Севером, не с Парижской конференцией, именно Сайкс-Пико создавал одну новую мировую систему. Вот уже разделили между собой, все. Уже фактически, сейчас я понимаю, когда систему создают этой державы, трудно менять уже границы. К сожалению, это горькая правда. Трудно. Вот смотрите, у нас, у курдов, вот это мы больше всех это понимаем. После Сайкс-Пико были десятки курдских восстаний, десятки. И мы очень страдали от этих восстаний. Наш народ вообще погибли, насилка. Короче, все, что можно было с нашим народом. Почему я говорю, наши руководители должны это, тогда могли бы понимать это. Раз систему создавали, мы не можем изменить границы. Мы не можем. Почему? Опыт сейчас нам показывает. Смотрите, Сайкс-Пико сделали одну систему, после него до Второй мировой войны никакой изменений не было. Какие-то локальные, я не говорю, но мы говорим по общем. Потом вторая система, когда была Вторая мировая война с Ялтинской конференцией, Рузвельт, Сталин и Черчилль, тоже систему создавали. Они тоже до распада СССР, эта система. Но назад там европейская система поменялась, а на Ближнем Востоке вот как было вот это Лозанна и так далее, так и осталось. Но я хочу, знаешь, вот, Азат, о чем, чтобы ты так коротко рассказал бы, вот о, значит, Сивасском и Эрзумском конгрессе в Турции, вот их участие. Да, и как раз в это время, когда уже кемалисты пришли, когда уже курдские восстания было в 19 году в Кочгири, Алишер, когда они, как раз именно они тогда, после этого Сайкс-Пико, еще курды не остановили курды. Курды в 1919 году в Кочгири они сделали восстание, и они именно за независимые государства, не просто это какой-то. Но они подавили это, как раз именно кто подавил это очень интересно просто сказать, это называется Топал Осман. Топал Осман, который подавил греков в Гересуме, который делал геноцид против них. А потом он участвовал и в геноцид армян также. И он там именно в Кочгири такой же против курдов делали. В Гелье Зила у нас говорят, так называется, это долина Зила. Кстати, завтра у нас на курдской версии как раз по этому Гелье Зилан будет передача. Посмотрите, очень интересно. Очень интересно. И в Гелье Зилан, именно в долине Зилан 5000 курдов, потому что война была, уже курды ушли из деревнях, из городов. Они в этой долине их заставили, многие в пещерях, они с газом,
они их зажгли. 5000. Это именно Топал Осман. Я почему говорю? Он участвовал в резне греков, он участвовал в резне армян, и он участвовал в резне курдов. Почему это? Вот. Потом, именно в это время курды, да, с одно время воевали, с одно время еще с турками, вот это с Иттихад Тараки и другими, они хотели, потому что Мустафа Кемаль до того, он с курдами договорился, якобы мы с вами вместе создадим, это будет страна курдов и турков. Потому что Мустафа Кемаль понял, что англичане, это у них называется этот Мисаки Милли, этот национальный обед. Национальный обед. Национальный обед, вы знаете, это выходили это Мусул, выходили это Сирия, выходили это, вот это все выходили. В первом меджлисе именно Мустафа Кемаль с этим нашим известным курдским дипломатом, и он был одним из руководителей этой организации прогресса Курдистана, Юсуф Зиябек Битлиси. Он был и депутатом в парламенте, первый меджлис Турции. Он выступал тогда. Мустафа Кемаль с одно время с курдами договорился, это будет наша с вашей страны, с вами страна. С другой стороны, с англичанами договорил, он уступал Мусул. Он дал Мусул англичанам. Англия тогда в Ираке была. Юсуф Зия в первом заседании Меджлиса, он критикует Мустафа Кемаль, он там сидит. Он говорит, вы не имеете права отдать англичанам к Мусул. Мусул тогда тоже вошел в вилаят Мусул. Юсуф Зия имел в виду, он говорит, вы разделяете этот национальный обед. Национальный обед Юсуф Зия не имел в виду с точки зрения Мустафа Кемаль думает. Он считает, что вы разделяете Курдистан. Вы поняли смысл, да? Он критиковал Мустафа Кемаль. Вы не имеете права отдать Англии Мусул. Это наша территория, курдская территория. И, ну, это такой, этот я сейчас не могу долго об этом говорить, потому что это... Да, очень коротко, вот Сивасский Эрзурумский конгресс. Потом казнили, знаете, да? Вы знаете его казнили. Но потом, в это время, Мустафа Кемаль, чтобы успокоить курдов, он хотел сделать Сивасский конгресс сначала, Сивасский конгресс, он Амасия выступал на какой-то конгрессе, он сказал, мы должны в Сивасе, это курдский город, мы должны сделать конгресс, чтобы были курды и турки, и там, чтобы они якобы договорились. В это время в Курдистане начальник 15-й армии, этот Казым Карабекир, он в Курдистане, тогда в Курдистане называется Вилаят Шарх, это восточные вилаяты. Для Курдистана так говорили в Османской империи. И он говорит, что он видит, пишет одну телеграмму в Истамбул тогда. Он говорит, сейчас в вилаяте Шарх усиливается курдский и армянский национализм. Он пишет. Он говорит, поэтому надо что-то предпринимать. И он Мустафа Кемалю говорит, Иттихади Тарак, потому что это молодые турки, и Мустафа Кемаль, и его, называется это движение кадров, они не были вместе, они были разногласия чуть-чуть. Он, Мустафа Кемалю, говорит, молодые турки хотят в Эрзуруме создавать конгресс с курдами, потому что Мустафа Кемаль боялся, что эти с курдами договорятся против его. Еще был такой комбинация. И Мустафа Кемаль, он не знает, это Эрзурумский конгресс, вообще он не в курсе, он только говорит о Сивасском конгрессе. Он об этом слушает, то тогда же не была такая коммуникация, и машины, и, не знаю, самолеты. Он через, я не знаю как, он успеет на конгресс Эрзурума. Он приходит. До конгресса Эрзурума Иттихади Тараки, это молодые турки, они встречаются с Сейд Абдул-Кадром, сын Шейх Убайдуллах, встречаются с Абдулла Джавдетом, отправляет письмо, это письмо есть у меня, Халибеге Джибри, они говорят, что мы хотим, чтобы вы тоже участвовали, что организация прогресса Курдистана тоже участвовали. Курды им дали четко, ясно ответ.
мы не участвуем. И даже, я бы сказал, даже не грубо, но культурно. Дали им понять, что у нас с вами уже пути уже разные. Дали им понять такой. Вот такой культурный, можно сказать. После этого, они и Сивасский конгресс делают. Сивасский конгресс. Одна, просто между ними не такой большой. В Сивасском конгрессе, в Эрзурумском конгрессе есть один курс. Это у нас есть Мутки. Мутки это племя Мутки, это большое племя. Их лидер Муса Агае Мутки. Он был один, его имя был организатором этого конгресса. Якобы. Это Эрзурумского, да? Эрзурумского. Даже он сам, несмотря его имя был организатором этого конгресса, он не участвовал в конгрессе. Во-первых, почему не участвовал? Исходя из документов, он был в конфликте с другими племенами, которые в районе. Он не мог из своего района выйти. Боялся, что его убьют по другие племена, курдские племена между собой, у них конфликты были. Фактически он не участвовал. Но сейчас, например, в Турецком Курдистане многие из этих, вот этот ХДП и ПКК, они же говорят, что мы должны с Турцией вместе делать демократические государства, демократические нации. Вот это мы в Эрзуруме, в Эрзурумском конгрессе, в Сивасском конгрессе, мы участвовали в конгрессе вместе. Мы тогда курды сделали договор с турками, что мы будем вместе жить. А на самом деле, это все манипуляция, это все дезинформация. Да, я могу сказать, сейчас в турецком языке тоже есть курды. Но мы говорим о представителях курдов. Мы же не говорим, как курды везде могут быть. Да, курды были и среди Иттихад Тараки, но представители курдов кто был? Представители курдов был это организация прогресса Курдистана, которая возглавил Халбек Геджиби, Сейд Абдул-Хадер, Абдулла Джогбет и другие. Они не участвовали. Никто. Даже не только не участвовали, они им дали понять, что у нас с вами пути разные уже. Азат, а вот значение вот на этом конгрессе что решалось? Какие вопросы решались на этом конгрессе Эрзурумском? Это конгресс фактически это основание турецкой государственной системы создавали. Но для них важно было, вот в чем проблема. Они хотели какой-то официальный, легитимный договор с курдами делать. Легитимный. Курды не участвовали в этом. Курды никакой договор с ним не делали, и курды не участвовали в конгрессе. Именно все это оба конгресса было основным, чтобы курды участвовали. Чтобы показать миру, что курды... То есть, Азат, я как понял, вот та распространенная версия о том, что курды вот вместе с турками стали основателями турецкого государства вот на этом Эрзурумском конгрессе, этого нет. Этого факт. Даже, знаете, я могу так сказать, даже еще могу дальше идти. Это время, когда они хотели сделать Эрзурумский Сивасский конгресс, в это время в Кочгире курды восстание было. В иракском Курдистане, тогда же это же все было, в иракском Курдистане шейх Махмуд Берзанджи против Англии воевал за независимость. Курды были до сих пор, у них была надежда, что создавать свои государства. И в Кочгире, и в шейх Махмуд оба сказали независимый Курдистан. Оба восстания. Да. Азат, это очень интересно, и я думаю, поучительно для всех наших, в том числе зрителей, и не только для наших вот курдских зрителей, для всех тех, кто интересуется курдской проблемой, так профессионально и непрофессионально. Почему я хочу еще раз повторить, что вот это то, что ты рассказываешь, а я знаю, что у тебя очень много фактического материала по этому вопросу собрано, оно очень важно и для сегодняшнего дня. И поэтому я хочу перейти вот на сегодняшний день, да, ситуация, которая сейчас развивается. Тем более ты тоже в своем выступлении ты несколько раз отметил, что вот то, что было тогда, да, вот многие крупные государства там вмешивались и там. И сегодня тоже такая же ситуация
вот никто не может сказать завтра, что будет. Да? Вот тоже многие крупные государства, региональные государства вот в этом ну, я не боюсь этого слова, конфликте, который сейчас на Ближнем Востоке участвуют. И вот, основываясь на том, вот на этих исторических, значит, моментах, твое мнение, вот, если можно там, вот, допустим, пройтись, да, вот это региональные государства и крупные мировые державы, их вот сегодняшняя политика, сегодняшнее, значит, отношение вот к тем процессам, которые там проходят. Ну, я как раз чуть-чуть говорил до этого, я имею в виду, когда я говорю, вот вот у нас последние 100 лет, у нас была два мировая система. Одна мировая система с Сайкис-Пико до Второй мировой войны, вторая мировая система с Второй мировой войны до распада СССР. Я считаю, мое мнение, с распада СССР до сегодняшнего дня у нас нет мировой системы. И у нас нет международной юридической системы тоже. Это юридическая система, которую в 60-е годы в ООН приняли, это тоже с распадом СССР тоже распались. Сейчас, как раз с распада СССР до сегодняшнего дня, это все конфликт, и все хаос, и все это, именно все за того, чтобы создавать третья система, мировая система. И я так считаю, Первая мировая система и Вторая мировая система оба была на основе геополитических разделений мира. Геополитически. И, к сожалению, в обе системы была несправедлива в отношении курдского народа. Курды в обе системы постарались создавать свое государство. В обе системы очень много страдали. В обе системы они постарались больше, я бы сказал, больше всех балканских народов, больше арабов, больше армян. Курды больше всех страдали. Но, к сожалению, у курдов не получилось. Я так считаю, сейчас, настоящий, это два системы, я говорю. Мое мнение, новая мировая система, в отличие от первой и второй, пока еще не создана, будет, исходя, почему я так думаю, исходя из конфликтов, которые мы сегодня имеем, будут не на основе геополитической, будут на основе этноконфессиональной, на основе религии и нации. Если это проект, как я думаю, я имею в виду, как я считаю, если такой, это самый актуальный фаворит этого проекта, это Курдистан. Кому-то это нравится, кому-то великим державам, кому-то не нравится, хотим, не хотим. Процесс, мировой процесс это идет к этому. Если это будет на основе религии, на основе этник, конфессионального разделено это между большими державами, Россия, Англия или сегодня Россия, США, потому что фактически актеры первой и второй системы сегодня такие же актеры фактически, только со стороны Запада менялись. Россия всегда была и в первом, и втором, и сейчас была главным актером. С другой стороны, сначала была Англия и Франция в Первой мировой войне, а после Второй мировой войны американцы уже, но Англия и Франция их поддерживают, так скажем. Такие актеры. У меня такой. Но это то, что я говорю, вот создание государства или вот этот проект, этот процесс, новая мировая система, она может быть долгая, не как первая и вторая. Она может, потому что исходя из геополитических, исходя из этих державы, у них даже конфликты, форма конфликта не как Первой и Второй мировой войны. Это совсем другая сейчас форма конфликта. Они через других воюют между собой. Поэтому, но это не значит, мы до того, мы получим независимое государство, мы не должны согласиться с автономией, с культурной автономией, нет, мы должны, наоборот, мы должны, как традиционно говорится, политика искусства возможностей. Если мы должны этот правило соблюдать, мы должны не быть радикалами, мы не должны с лозунгами, мы не должны заниматься популизмом, мы должны заниматься реальной политикой.
реальной политике пока сегодняшняя реальность, пока нет возможности, если создавать курдское государство, мы можем и в Турции, мы можем и в Сирии, мы можем и в Иране получить другие права. Для этого есть возможность, для этого есть обстановка, я так считаю. Нельзя быть нельзя считать черный и белый. Мы можем, и есть другие светы, мы можем, пока до независимости, мы можем и получать права языка, мы можем культурные права, мы можем получить автономию с своими границами, разные, я имею в виду, федерация, неважно. Мы не должны быть такими, скажем, я как говорю, или независимость, или ничего. Нельзя так, но это я теоретически говорю свое мнение, это может быть, получается, 50 лет, это вопрос, третья мировая система, может получиться 100 лет, но не значит, мы должны ждать только до этого. До этого мы можем получить очень многие права тоже. Сегодня, по моему мнению, вот это я могу делить на три. Россия, США и Европа, Евросоюз. Отношение к курдам. Видите, по сегодня. Я так считаю. Несмотря очень быстро меняется геополитическая обстановка, друзья меняются каждый день, друзья становятся противниками становятся друзьями, это очень, вот это мы живем в такое очень особое время на самом деле. Несмотря все это, я как смотрю, пока и Россия, и США, и Европа пока смотрит курдский вопрос в рамках границ этих 4 государств. Решение вопроса. Пока. И я бы так могу еще дальше идти. В этом вопросе лучше всего российская политика. Второе место США занимается. Третье место Европа занимается. Почему? Почему я думаю? Россия всегда испокон веков относится к курдскому вопросу как национальный вопрос, решение национального вопроса. Мое мнение, США тоже, это раньше так не думали, но после 90-х годов США тоже уже подошли к этому вопросу, это национальный вопрос. Но, к сожалению, Евросоюз подходит к курдскому вопросу с контекста по правам человека, больше ничего. С контекста по правам человека. Я так считаю, почему я чуть-чуть? Я так считаю, наши политики, наши ученые, наши исследователи, неважно, кто занимается курдским вопросом, мы должны эти ситуации учитывать. То, что каждый курд патриот, у него в глубине души лежит это свободный, независимый Курдистан. Это все, это не секрет уже. Наш референдум 3 года показал это. Но это то, что мы хотим, и реальность не часто совпадает, к сожалению. И, к сожалению, я могу еще одну вещь сказать. Может быть, вы и, может быть, многие слушатели, зрители со мной не согласны, но это мое мнение. В сегодняшнем мире не внутренние факторы, внешние факторы основные. К сожалению, это горькая правда. Не внешние факторы главные, а внешние факторы главные. К сожалению. Мы с этим можем смириться. Вот, например, 97% курдов голосовали за независимость Курдистана в референдуме. Но это горькую правду мы должны учитывать. Мы не можем идти против весь мира. Если сегодня у курдов есть очень большой шанс, если мы учитываем, еще раз я повторяю, с точки зрения политика это искусство возможностей, если мы на этом основе ведем себя, мы можем очень большие достижения получить, мы можем добиться очень много,
Но и я могу даже так сказать, даже это не секрет. Я всегда в многих конференциях, когда я говорю, я сейчас могу тоже говорить. Я так считаю, многие последние события, которые трагические события против нашего народа и в Шенгале, и в Африне, и в Серекане, и в турецком Курдистане, много трагических последние несколько лет мы получили. Если была бы умеренная, реальная политика курдов, или могли бы не быть, или могли бы с минимальной потерей была бы, не с такой масштабной, в таком масштабе. Но, к сожалению, мы, курды, очень часто любим критиковать других. Мы не можем смотреть на себя. Многие были и с нашей стороны, многие ошибки, которые мы не могли. Сейчас время, я не хочу конкретно это отдать времени, но это, к сожалению, многие наши слушатели и зрители сейчас, которые нас слушают, я не знаю, сколько со мной согласен, нет, но многие эти вещи, о чем я говорю, они понимают, я о чем говорю. Многие факторы, многие вещи мы виноваты чуть-чуть тоже, не все остальные. И поэтому я так считаю, у курдов сейчас есть шанс, у курдов достаточно, с другой стороны, да, мы говорим, что у нас ошибки были и так, но сейчас, слава богу, у курдов достаточно и политические партии, и есть курдские интеллигенция, и все, они, многие это хорошо понимают, хорошо учитывают, и с этой реальностью они смирятся и ведут себе как современные политики, современные интеллигенты, современные дипломаты. Есть такие у нас, слава богу, у нас и такие тоже много сейчас, слава богу. Но, к сожалению, мы можем и свою ошибку тоже сказать, когда я об этом говорю. Да, я согласен, Азат, с тобой. Очень все, действительно, очень все интересно. Но сейчас, может быть, мы перейдем к внутрикурдским делам. Да? Вот, в частности, вот у меня как-то несколько лет назад я тоже писал статью о влиянии левых идей на курдское движение. Вот ты, когда мы говорили о 20-х годах, там ты тоже подчеркивал, что были представители аристократии, да, вот это, да. Как говорится, феодалов и так далее. Правда, вот это слово феодалы для нас, советских курдов, такой негативный этот имеет. Ну, я тоже советский, я тоже 30 лет в мире. Да, я тоже думаю, что ты советский наш. Да, это я согласен. Вот. И вот сейчас вот как вот это ощущается и как это влияет на курдское движение, вот эти идеи левые, иногда очень радикальные, феминистические, экологические, значит, идеи. Ведь до этого было вот носителями вот этого курдских традиций и курдского вот духа и так далее, были именно вот эти феодальные, так сказать, аристократия и так далее. А сейчас вот особенно в Турции, в Сирии, там, в Иране, вот я даже вот могу напомнить, допустим, вот в советское время самые сильные, значит, компартии были в Ираке и в Сирии. В Ираке возглавлял Азиз Мухаммед, а в Сирии Халид Багдаш. Кстати, я и с одними и другими я в Москве как-то пересекался в молодости. Вот об этом, значит, если вы нам свое мнение выскажете. Да, ну я как раз правильно, мне кажется, это очень важный вопрос, вы задавали, очень хороший вопрос. Потому что я так считаю, Юраджан, вообще, вот если так делить на две, я бы сказал, я бы не так буду очень делать. Я так считаю, курдская политическая элита до Второй мировой войны, вот то, что вы тоже сказали, я рассказал, что это было из более, из аристократической семьи, из курдской интеллигенции, религиозной интеллигенции, потому что многие, вот этот курдский медресе, который у нас был в Курдистане вообще многие года, или 2-3 века, скажем, это медресе не просто только религиозные медресе были. Там они изучали физику, там изучали математику, биологию, изучали философию. Вот это то, что, как говорят,
основатель курдской литературы или курдские национальные идеи, это Малай Джазири, Ахмади Хани, они все оттуда вышли. Они все оттуда вышли. И это вот это движение, которое до Второй мировой войны, там, ну смотрите, шейх Махмуд Барзанджи, это наш сегодняшний Барзани, шейх Абдул-Салам Барзани, шейх Ахмад Барзани, они против Англии воевали, шейх Махмуд, потом в иранском Курдистане Сумко Агаеш, как и в турецком Курдистане шейх Саид, в Арарате этот Хасебрет Телки, Джалали, и все. Это все было из одной, другая элита была. Это была курдская элита, которая они боролись за свои права. У них была одна идея, это простая, даже не надо из какой-то теоретический. Они сказали, мы живем на этой земле, мы хотим управлять этой землей, мы не дадим кому-то нас управлять. Пункт селют. И все, точка и все. Они что? Эта земля была Курдистан, они были курды. Они хотели сам себе управлять. И они воевали за этого. Для меня это, они воевали за независимый Курдистан. Для этого такой теории какой-то не нужен. Они сказали, мы живем на этой земле, мы не дадим кто-то нас управлять, не будем управлять. После Второй мировой войны, в курдском политическом элите, так скажем, трансформация произошла. Какая трансформация? Эта элита, которая до Второй мировой войны, они не добыли свои цели, они все проиграли, они все, многие потеряли все свое богатство, они на ссылках, они все были очень богатые, они имели много имущества, они все потеряли. Я многие хорошо знаю, они были в других местах, у них не было денег сигарет купить, которые имели дворца. Они все потеряли за это. Вот эти люди ушли. После второй трансформация произошла. Трансформация какая произошла? Уже не из этого слоя, из обычных курдских слой, которые учились, скажем, в Багдаде, учились в Анкаре, в Истамбуле, учились в Техеране, учились в Дамаске. Из этого слоя создавалась какая-то политическая группировка, даже я бы не сказал элита. Элита просто трудно назвать политическая элита. Вот это, потом они под влияние, вот так скажу, в Турции под влияние кемализма, в Иране под влияние персидского национализма, в Ираке под влияние арабского национализма или баптизма, и в Сирии также, они создавали курдские организации. Якобы левые, так скажем, да? Курдские левые движения, она не под влияние интернациональные левые движения создавали курдские организации левые движения. Они под влияние кемализма в Турции, в Иране под влияние иранского национализма, в Ираке, у Сирии под влияние арабского национализма. Фактически, да, они могли бы сказать независимый Курдистан, они могли бы, но это лозунги. Подсознание, они не верили в это. Подсознание, они были под влиянием кемализма, под влиянием арабского национализма, под влиянием персидского. Поэтому вот то, что мы имеем, вот даже особенно с 60-х годах до сегодняшнего дня, что в турецком Курдистане, что в иранском, что в сирийском. Вот то, что мы имеем. Именно результат этого движения. Единственный. У нас две политические партии, которые продолжают эту традицию, славная традиция, которая до Второй мировой войны. Это кто? Это ДПК Ирака, потому что это продолжение барзанистов, которые шейх Ахмад Барзани, шейх Абдул-Салам Барзани, и они продолжали до сих пор. И ДПК Ирана. ДПК Ирана тоже продолжение, это покойный Хази Мухаммада, который создавал Аббасская Турская Республика. Эти две партии сегодня представляют курдские национальные движения. Они созданы на основе курдского реализма. Они ценят, они уважают курдские религиозные, национальные, социальные и культурные ценности. Поэтому они
массовая, вокруг них курдский народ, людей, обычных людей. А эти все это левые организации, они в основном маргинальные. Они маргинальные, они никогда не стали массовые. Если исключить ПКК и ХДП, это не входит в эту категорию, просто категория, которую я говорю. Это особая категория. А остальные, они маргинальные фактически. Смотрите, даже вы тоже, как лучше меня знаете, и наши слушатели, и зрители, они тоже хорошо знают. Смотрите, это все, это левые группировки, они все маргинальные группировки, они никогда не стали массовыми. Поэтому именно это влияние этого под названием в скобках левые, это не было левые, Юражан, потому что они, смотри, Компартия Турции, Компартия Ирака, Компартия Ирана, они были фактически турецкие и иранские националисты, они не были коммунисты. Они не были коммунисты, они были фактически, они отрицали права курдского, но как один коммунист может отрицать права одного унитарного народа? Они отрицали права курдского народа. А курды еще это левые. Они под их влиянием создавали для курдов организации. Представляете, что мы имели? И поэтому в результате мы имели сегодня. Одно вещь скажу. Поскольку у нас русскоязычные передачи, многие наши слушатели и много зрителей хорошо знают. Есть у Ленина есть одна хорошая книга, это называется «Левый коммунизм и детские болезни». Мне кажется, эти группировки, которые у нас мы говорим, они у них до сих пор детские болезни, они не ушли от этого болезни. Вот, к сожалению, то, что мы имеем. Но Азат, вот вы говорили, что вот эти левые партии, ну или так называемые левые партии, Да, они так называем, правильно. маргинальные, да, но вот в частности РПК и ХДП, да, вот они все же имеют вот массовую поддержку, и вот это мы на выборах видим в Турции. Но, тем не менее, вот я хотел бы напомнить, вы, наверное, лучше знаете, вот когда после выборов ХДП получила 80 депутатов в парламенте, да, 80 мест, и их пригласили во дворец. И вот эту историю, пожалуйста, если можно, вы лучше знаете. Ну я как раз об этом не хотел просто чуть-чуть такой, чтобы наша тема просто отошла. Но я поэтому говорю, ПКК и ХДП не входят в категорию, которую я говорю, национальные курдские движения. Она чуть-чуть особая, это особая ситуация. И сейчас уже результат уже, раньше тоже многие об этом говорили, многие курды об этом говорили, но результат уже как говорит, когда есть документы и когда есть практика, где есть этого, уже пророки молчат. Уже когда есть правда, уже пророки молчат. Сегодня то, что мы имеем, это явно, это был один проект против курдов. Это был проект против курдов. Я вам точно говорю, потому что они не были часть курдского народа против Турции, они вели борьбу. Войну или борьбу, или политически, неважно. Они были часть конфликта внутри глубоких государств Турции. Вы поняли смысл? Они не были, скажем, часть курдов, которые ведет борьбу против Турции. Они наоборот. Они были, скажем, кемалисты хотели убрать Эрдогана. Они были с стороны кемалистов. Вот пункт, они больше не... Они, например, вот для меня как курда, мне не важно, скажем, кемалисты не хотят, чтобы Эрдоган был президентом, и мы не дадим тебе быть президентом. Мне абсолютно не касается это. Мне касается, кто более-менее ближе к курдов, кто более-менее будет какие-то даже минимальные шаги делать в сторону курдов. Мне не важно, Эрдоган или они. Вы понимаете? А они нет. Они говорят, нет, мы не дадим АКП быть на власти, мы не дадим Эрдоган быть президентом. Как будто Эрдоган уходит, Кемалист приходит, лучше будет курдам. Мы же 80 лет с ними жили. Мы же 80 лет кемалистами жили. 80 лет.
Мы же последние 15 лет с Эрдоганом живем. Я имею в виду курды. У нас есть опыт с кемалистами. Вот поэтому, почему я говорю, они были часть этой борьбы. Они не были в борьбе за права курдов. Но они курдские движения использовали как плацдарм для своей цели. Да. Очень Да, понятно, очень, еще раз, очень интересно, ваши взгляды и ваш анализ очень интересный, и я думаю, те, кто нас слушает, они прекрасно понимают, о чем вы говорите, и вот в конце мы уже час и 20 минут почти говорим. Да, Я много думаю, уже. мы должны уже к концу подходить, хотя с вами всегда очень интересно, очень много тем, которые можно бесконечно говорит о них. Я думаю, что вот всем нашим гостям я всегда говорю, что это, наверное, не первая передача. Мы постараемся на другие темы тоже организовать с вами передачи. И просто вот в конце, да, вот ваш прогноз, что ли. Прогнозы, конечно, они неблагодарная вещь, но тем не менее, зная ваш интеллектуальный уровень знания предмета, да, вот ваш прогноз или ваши пожелания вот, курдскому движению, курдскому народу, нам с вами, вот, как вот... Ну, я так считаю, Вираджан, вообще, мне кажется, у курдов сейчас ситуация, для них, мне кажется, хорошая геополитическая конъюнктура. Если наши политические руководители, курдская интеллигенция, если они хорошо изучают эту ситуацию и из этого и ведет себя как серьезные политики. Мы, курды, мы уже 150 лет, мы всегда были факторы. Сегодня нам нужно быть актерами. Если пока не будем актерами, мы всегда будем оставаться факторами, у нас ничего не получится. Чтобы быть актерами, мы должны себя вести как реалисты. Мы должны себя вести как, исходя из того, что мы умеем, и на основе этого реальности вести политики, чтобы наши оппоненты, наши партнеры тоже могли бы с нами вести переговоры, вести диалоги. Потому что если мы себе ведем не в рамках этих возможностей, никто с нами не ведет переговоры, никто с нами не ведет дела. Поэтому, но для этого, я уверен, сегодня 3 основные силы – Россия, США и Европа. Я уверен, ни одна из них не против права курдского народа. Наоборот, особенно, если взять, даже я всегда говорю, мое мнение это, Россия пока лучше всех в этом отношении активно и лучше всех открыто с курдами говорит. Россия открыто говорит курдам, мы за решение курдского вопроса. То, что от нас зависит, не можем делать. Это они публично говорят. Я несколько месяцев назад, у нас курдская делегация была в Москве, мы встретили в мире с уважаемым Богданова. Он нам открыто говорит, мы, Россия, за, чтобы курдский вопрос был решен в рамках возможностей. Я так считаю, Россия в этом отношении, и даже Россия еще дальше пошла. Последние сирийские конфликты, она даже в Конституции ввела специальный пункт для решения курдского вопроса. Вы знаете, я вам скажу одно секрет даже. Недавно, даже это может быть, ну, не секрет, но уже может быть секрет, я раскрою. Вот это представитель США был в Сирии недавно, который, вот этот... Джеймс Джеффри. Джеффри, да. И которые встретили. Ну, у нас же тоже много друзей, и, ну, курдские партии встретили. Явно, четко ему задавали вопрос, это он ему сказал, хорошо, вот Россия нам что-то говорит, конкретно говорит, в рамках сирийской конституции мы хотим, чтобы курды получили права. Четко, ясно. Это мы считаем мало, мы считаем много, мы считаем... Ну, нам что-то говорит. Вы нам что-то говорите.
мы вам ничего не говорим. Понимаете? Я почему об этом говорю? Мы должны быть чуть-чуть реалистами тоже. Я не считаю, что они против права русского народа. Ну, может, у них нет проекта какой-то, или какой-нибудь политика конкретная. Ну, скажем, но они не против права русского народа. Для этого я могу хочу так сказать. Для этого, сколько мы будем ближе России, ближе западных государств, мы будем ближе к свободе. Сколько мы будем ближе Ирана, Ирака, Турции, Сирии, мы будем далеко от свободы. Поэтому это мы должны вести себя в этом такой рамке. И для этого мы тоже, мы не только... Вы знаете, когда человек идет на переговорах, и на это, он должен быть конструктивный, он должен быть учитывать эмпатию тоже, он должен учитывать интересы партнера тоже, или оппонента тоже. Не просто, если ты не учитываешь это, тогда не иди на переговоры. Тогда смысла нету. Зачем ты идешь? Поэтому мы должны вести себя, я имею в виду, не как факторы, а как актеры уже. Для актерами должна быть уже какой-то политический вес, чтобы это, который это хорошо понимает, хорошо разбирает, учитывать возможности оппонента, партнера, учитывать, насколько он может уступать, насколько он может идти. Если ты этого не сделаешь, тогда не надо идти на переговоры, даже вообще политикой не надо заниматься, я так считаю. Да. Ну что ж, спасибо, Азат, за то, что ты нашел время. Я в заключение что хочу сказать. Вот история и жизнь, она перед курдским народом как бы ставит экзамены. И вот в зависимости от того, как этот курдский народ сдаст свой экзамен на вот этом сегодняшнем этапе, значит, зависит то, куда мы перейдем, в какой статус мы потом, вот наш народ, 40-50 миллионный народ, в какой статус перейдет. И это, естественно, вот я абсолютно согласен с тобой, что нам уже пора, значит, не быть фактором, не быть оружием в руках там, других, даже больших государств, а быть с ними партнерами, быть за одним столом. Вот когда обычно же после всех этих войн, да, вот ты упоминал одну систему, вторую систему, они же после больших войн создавались. Но после больших войн собирается там Потсдамская, Версальская система, да, конференция, и там решают. И очень хотелось бы, чтобы вот, когда будет создаваться третья система, по-твоему, чтобы курды тоже за столом переговоров сидели. Еще раз большое спасибо за то, что ты нашел время, уделил нам. И было очень интересные, значит, взгляды на многие вопросы. Бесконечно благодарен тебе за то, что ты вообще есть, что ты занимаешься этими делами. И на этом нашу передачу Юрий, я тоже одну вещь. Я хочу поблагодарить и Риат Азе, и вам, что дали такой возможности, чтобы с вашими слушателями и зрителями встретиться. И я особенно благодарю, и я прошу прощения тоже слушателям и зрителям, если какая-то ошибка или грубость, как скажем. Я извиняюсь, конечно, но я хочу поблагодарить вам. Спасибо, вы нас слушали и смотрели, и нашли такую возможность, время для нас, чтобы привести с нами. И надеюсь, мы еще раз встретимся, потому что мне нравится по-русски сделать программу, потому что мы, курды, сами свои проблемы знаем. Мы знаем, какие наши проблемы друг друга. Мы уже много рассказали друг друга. Мне кажется, будет интересно и российской аудитории, и русским друзьям тоже, чтобы они слушали от первого руки, или, как говорят, с первого источника, что как курды думают, как курды реагируют на события, происходящие в мире. Поэтому я очень люблю, даже специально я могу сказать, что на русском языке делать программу эффективнее, чем на курдском. Спасибо. Спасибо, Азат, еще раз. Ну что, на этом мы нашу передачу, наш видеоблог сегодня заканчиваем. Ставьте лайки,
Подписывайтесь на наш видеоблог в YouTube и на Фейсбуке. И особое спасибо нашему редактору Маруфу Асланову за Да, Маруфу, техническую часть. большое спасибо. Спасибо.